Забери меня, забери. Джечберич Гажанаишьес. Это Гарик Бурита. Дорогие мои земляки, я жду вас на нашем концерте 13 июля на Шарканской земле в усадьбе Толбабая на Open Air Эктоника. Предпродажа билетов на сайте kassir.ru и по телефону 550-111. Генеральный партнер, региональный оператор, спецавтохозяйство, Чилкыт, чисто по-удмуртски. Партнер фестиваля Ишлада. Информационный партнер, телерадиокомпания «Удмуртия». Монолимузимын, Наштон Лобджи. Так долго не было света, я оставался один на чужих берегах. Друзья, вы не представляете, с кем сегодня у нас будет мини-интервью. Это мега-человек, это мега-музыкант. Просто, как говорит мой любимый друг, Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы. так, от себячины пока не будет. Друзья, это вопросы, которые вы писали неделю назад, когда я выложил пост. Именно на этом листочке. Да, да, я его раздавал. Вы написали вопросы, но Гарик сейчас будет на них отвечать. Не факт вообще. Я не знаю, кто эти люди. Они забрали мой паспорт. Это все наши любимые, твои любимые из города Ижевска, со всей Значит, республики. вы все забрали мой паспорт. Отдайте мой паспорт срочно. На 13-го вернут, да? 13-го обещали после концерта. Ну, смотря какой будет концерт, если удачный. Ты знаешь, это же как пойдет просто. А бывает такое, что вот концерт не прет? Это пока сейчас от меня. Не бывает. То есть ты выходишь сразу Вообще с настроением. в любом месте, где бы это ни происходило, будь это детский утренник или корпоратив, либо сольный концерт, всегда, то есть мы всегда стремимся, во-первых, к технической наполненности, во-вторых, ну, конечно же, подача серьезная, и в-третьих, к тому самому взаимообмену, которое должно быть между публикой, где бы ни находились. Бывает такое, что заканчиваете концерт раньше, чем предполагали. Вот, например, у нас сейчас заявлен концерт час. А так хорошо встречает толпа, народ на Мы даче. дольше будем играть, наверное, мне кажется. То есть на родной земле хочется сыграть много чего. Так, друзья, вот так. А у нас заложен час, значит, будет 2 часа. Ну, 2 часа это уже много. Люди начнут разворачиваться, уходить и кидаться яйцами там. Ну, надеюсь, такого не будет. Взлетай, взлетай, взлетай выше над крышами. Взлетай, взлетай. Прости, что так вышло, блин. Первый вопрос неоднозначный. С Удмуртии родом слышал? Вроде как. Ну, вроде как, да. С Удмуртии. Да, родился я в городе Ижевск. В районе Бумаши, да, мы жили. Я точно улицу не Там, где помню. настоящие пацаны живут. Удивительно, что я там потом учился. Вот. Потом мы переехали на автозавод. Улица Труда. Это остановка трамвая. Улица Татьяны Барамзиной. Учился я там в школе номер 49. Мои родители до сих пор там живут. То есть, да, я имею отношение непосредственно к Удмуртии, к столице Удмуртии, Ижевску. Да, уже по поводу родителей есть тут вопрос. А не планировал ли ты перевести родителей в Москву? Родители абсолютно здравомыслящие, адекватные взрослые люди и принимают решения сами. Много раз поступало предложение от меня перебраться в Москву, но нашей бабушке 92, и она любит родную землю, пока никуда не собирается уезжать, поэтому, получается, прабабушка моего сына Луки и моей дочери Софьи живет в Ижевске, и бабушки с дедушкой, бабушка с дедушкой там же. Бабушка слушает твои песни? Прабабушка? Прабабушка. Конечно. Ну, прабабушка Луки, моя бабушка. Конечно, слушаю. Как все сентиментальные пожилые люди, как только мы появляемся, либо я, либо мой брат Антон по телевизору, либо в эфире радио, бабушка плачет. Это всегда очень трогательно и невыносимо приятно. Кстати, друзья, брат Игорь работает на Лав Радио. Да. Если я не ошибаюсь. Да? Поэтому везде наши. Вопрос от меня. Какую музыку играл, когда был диджеем? Хип-хоп. То есть вся такая серьезная движуха именно диджейская, все, что касается винила, действительно, и так далее, прошла как раз вот
начиная с 99 по 2005 год. Как раз расцвет такого хип-хопа, потом R&B, хорошее движение, серьезно. Ну, ты тогда уже увлекался брейкдансом. Так, как раз ты знаешь, все в моей жизни получалось параллельно. Брейкинг от тела. Брейкинг – это тело в музыку, двигаться под музыку. Потом захотелось, я уже тогда пробовал до этого еще делать там живые какие-то группы собирать. Буриты собрались, кстати, в 99 году. Но после того, как уже брейкингом занялся, стал понимать, что диджейство это тоже очень хорошо, но хотелось бы самому научиться делать музыку. Знаешь, я тебя никому не отдам, никому не отдам, никому не отдам. Рядом с тобой буду только я сам. Нет, просто 5-й юбилейный фестиваль, и нам уже который год говорят, что парни территория... Пора завязывать. Да, парни, территория не совсем ограждена, и люди заходят, и люди знают, особенно шарканские места. То есть они заходят везде, где хотят. Через лес. А вы деньги хотите собрать? Вообще правильно. То есть любой труд должен оплачиваться. Ребята шарканские, ну хотя бы по несколько рублей-то. Вот. Это хотя бы там, не знаю. Хотя можно шарканских в охрану поставить. Им будет бесплатный вход, короче, шарканским ребяткам. Так. Бесплатный вход, при этом они никого бесплатно не пускают. О! Все отлично. Все Пацаны, договорились. вам, да. Я вообще шаркан люблю. Я там проходил не то чтобы практику, но приезжал много раз с походами, когда занимался. Блин, вообще. Хороший район. Вот какой большой плюс. Я всю Удмуртию пешком обошел. Это хитно, и он звучит на. Это хитно, это хитно, это хитно. В Ижевске замечательная электронная сцена. Очень много андеграундных музыкантов. Очень крутых, очень серьезных музыкантов. И всегда это было. Всегда это был у нас хороший пласт. Похвали нас маленько. Ну, парни есть такие там, Эктоникс. Делают что-то там. Ты знаешь, вот, да, Буторин написал. Сергей Буторин? Да. Написал, пропусти по-братски. На фестивале. Че электронику хвалить? Вас же все знают уже. Ну, спасибо. Ну, нет. Собянин еще не знает, Путин не знает. Ты хочешь на корпоратив к ним попасть? Ну что, друзья, давайте будем заканчивать. И последний вопрос. Вот прям такой вопрос серьезный. Давай. На миллион. Давай. Правда, у нас его нету. Будут ли песни на удмуртском на фестивале? Или прямо вот вкрапление? Не успеем, брат. Ну, просто ты знаешь мое отношение к недоделанному материалу. Учитывая то, что сейчас я плотно сижу за альбомом, просто ничего не успеем сделать. У меня есть пара треков от тебя, от которых я сижу и думаю еще. Ну, я думаю, да ну его нафиг. прости, пожалуйста, ты не первый в списке. Но пока. Потому что, вот, например, сейчас мы там выпускаем один трек, на сентябрь еще один трек, на октябрь уже второй. Помимо прочего, к июню выйдут 2 клипа. То есть мы просто не сможем с тобой куда-то... Я голову сломаю вообще. Или ты хочешь, чтобы я кончился здесь? Только не в нашем фестивале не надо. Да. Ну хотя бы припев. Вообще, какая самая известная удмуртская песня? Ой, ты Чебернал Йос, конечно. Все отлично. Чье? Все? А народ поддержит? Конечно, ой, ты Чебернал Йос. Ну это прям... Вообще я очень люблю наш Айкай. Ансамбль, он жив, здоров, здравствуй. Вообще вот там у меня ребята, друзья мои с училища играли там гуслярами. То есть я видел ребят танцующих в Айкае, и играющих на инструментах, и на баянах. И вообще прекрасное время было в училище культуры, чтобы познакомиться с традициями, ритуалами и обрядами нашего замечательного края. Поэтому с тех пор любовь к нему велика, тепло у меня всегда разливается в моем крае. Видно как. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте будем прощаться. А прощаться мы будем до 12-13 июля. 13 увидимся, да. Ну, а с нами по 12-го? 12-го, да. Так что все, друзья, покупаем билеты, приезжаем, отрываемся. Ну а шарканские встают на защиту, на охрану. И заходит бесплатно, да? Да. Заходит бесплатно. Так, а что там Буторин-то? Да. Сейчас посмотрим, друзья. Мы Эксклюзивчик. очень ждем тебя в Ижевске. Все? Да? Ну все. Достаточно. Ну все, друзья. Все, всем пока. Встречаемся там. А это был ваш любимый Гарик Пурито.
Пока, друзья. Меня уже просто разрывает, простите, я вас умоляю. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы. А где весна за снегами легко.